Şimdiki zaman devlet energiya krizisinin beterine zor durumda bulunur. Onuştan lazım kısa zamanda çıkış bulmak ki büdjet kurumları, üretim kurumları faydalı çalışsınlar. Haberledi infrastruktura hem düzmek bakanının başı Ivan Kaleogla. Onun laflarına göre var plan nice krizisten çıkma. Oktyabrinin birinden var nice gaz kabul etmeyelim. Moldova 100% bağlı Rusya devletinden gelen gazla. В настоящее время существует риск остановки либо ограниченной поставки природного газа, начиная с 1 октября 2022 года. А также существует риск, когда ежемесячные скачки цен могут привести к дополнительному подорожанию стоимости природного газа для потребителей. Природный газ является основным ресурсом, используемым для отопительных систем, а также основной энергоресурс на производствах в различных отраслях экономики. Hep öyle Ivan Kaleogla nişanladığı ısıtmak bağlantıları da kışa hazır. Большинство предприятий и учреждений обслуживается котловым оборудованием, которое может работать только на газовом топливе. И перевод данного оборудования на другие виды топлива технически невозможен. Так и из 57 дошкольных учреждений региона только 7 имеют возможность перейти на другое топливо. Это учреждения раннего образования в селах Томай, Карбалия, Кангаз, детсад номер 5, Баучи, детсад номер 3, Казаклия, детсад номер 2, Ковчак, детсад номер 1 и детский сад, станция города Луканеш. Из 45 учебных заведений 8 отапливаются централизованно и 39 имеют автономные котельные. Plana koyulduğu ısınmak zamanında verme insanlara odun hem kömür. Lazım olarsa üretim kurumlarını da 6 günlük ürenmeye geçirme. Bu kanon projekti çalışsın diyene sorum olacak bakanlıkların yöndericilerinden hem primarlardan. Marina Tapal, Maya Sadoviç, Sergey Georgiev, Alexey Gerchuk, GRT Haberler.